Всем привет от циничного комика, это видеожурнал «Улыбануться». Безусловно, главным событием за прошедшее время явилась смерть человека, которого загрызли в Ухте, но шутить про это я не буду. Начинаем. На телеканале Юрган показали классику жанра в номинации «Награждение». В сюжете было продемонстрировано, как именно награждают героев, спасших чужие жизни. По классике их наградили дипломом и термосом. Даже руководитель как... Про Гапликова уже потихоньку начали забывать, но дело его по-прежнему живет. Поэтому если кто-то вас спас от, казалось бы, неминуемой смерти, то поблагодарите его сами. Государство здесь не помощник. Это же позорище! В желтом дурдоме Олежа Михайлов вполне справедливо назвал республику комиссариевым придатком, отчего бомбануло у ядроса Гайворонского. Это наши деньги. Попал Олежа в самую цель, так как этот депутат является руководителем дочки «Газпрома» компании «Газпром Трансгаз Ухта». Олег Алексеевич, я не знаю, как-то вас это обижает, что мы, оказывается, сырьевой регион. А на мой взгляд, этим надо гордиться. Гайворонский в ответ промычал что-то вроде «нужно гордиться сырьевым придатком». Но лучше бы он этого не делал, потому что в ответ получил тонны хейта. Позже Ядрос попытался объяснить свою позицию уже в социальных сетях, за что его окунули в вербальные фекалии еще раз. Паразит на теле нашей республики. Лопырев научился читать. Именно такой можно сделать вывод, посмотрев его интервью агентству Коминформ. Понятно, что оно было постановочным и ответы на все вопросы Игорян должен был знать на зубок, но он и здесь умудрился сфейлить. Ответы на заведомо известные вопросы он читал с айпада. Палиться таким явным образом — это верх непрофессионализма. Хотя слова про профессионализм — это не про обитателей нашего желтого дурдома. Фактически на сегодняшний день желтый дом — это не дом правительства, а цирк уродов, моральных уж точно. Делитесь видео, чтобы его увидело больше людей, подписывайтесь на меня в соцсетях, чтобы ничего не пропустить. До новой встречи. Пока.